Добрый день, уважаемые коллеги. Коми Республиканский институт развития образования приветствует всех педагогов на нашем традиционном республиканском августовском педагогическом совещании, в рамках которого мы традиционно организуем серию семинаров и мастер-классов для вас, уважаемые коллеги. Поскольку у нас сейчас сложилась такая ситуация не очень обычная, то сегодня мы проводим наши семинары в виде онлайн-марафона. И приглашаем вас на второе мероприятие нашего онлайн-марафона. С нами вместе сегодня работают представители образовательной платформы Учи.ру. Мы приветствуем Андрея Евгеньевича Кривошеева, старшего специалиста по обучению, который расскажет нам об образовательной платформе Учи.ру как комплексном решении для организации дистанционного обучения. Андрей Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас... Видим, слышим хорошо. Ага, хорошо. Вас тоже слышу великолепно. Связь отличная, интернет отличный. Надеюсь, наш сегодняшний такой небольшой образовательный семинар пройдет отлично. Да, передаем вам микрофон, передаем вам слово, пожалуйста. Хорошо, спасибо вам большое. Ну что ж, добрый день, уважаемые учителя, уважаемые педагоги. Приветствую всех участников нашего сегодняшнего августовского семинара. Меня зовут Андрей Евгеньевич Кривошеев, и я представляю Департамент регионального развития Всероссийской образовательной платформы Учи.ру. Очень всех рад вас видеть, пусть и в таком дистанционном формате. К тому же я уже не раз бывал у вас в гостях, 2 раза я был у вас в гостях в Коми Республиканском институте развития образования. Очень рад снова на вашей площадке проводить наш сегодняшний образовательный вебинар. Сегодня я вам расскажу про платформу Учи.ру как о комплексном решении для организации дистанционного обучения. Мое сегодняшнее выступление займет около 1,5 часов, но я думаю, скорее всего, мы с вами справимся немного быстрее. За это время мы с вами узнаем о том, как сегодня можно оперативно и при этом максимально просто и плавно, и, главное, очень легко организовать дистанционное обучение, при этом сохранив непрерывность, качество и, самое главное, эффективность нашего образовательного процесса. Во многом с помощью технологий платформы Учи.ру. Также мы познакомимся с тем, за счет чего платформа Учи.ру позволяет сохранить высокий уровень познавательной мотивации детей во время дистанционного обучения. Кроме этого, мы сегодня вкратце и подробно рассмотрим все ключевые инструменты платформы, которые как раз позволяют достаточно легко наладить эффективную дистанционную работу с вашими классами. Что ж, уважаемые коллеги, Учи.ру – это всероссийская образовательная онлайн-платформа, на которой ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Удобно то, что ее не нужно устанавливать, все, что нужно для ее работы, это любое устройство с выходом в сеть интернет, будь то телефон, планшет или же компьютер. Платформа у нас является универсальным инструментом как для работы в школе, так и для дистанционной работы. За прошлый учебный год наша постоянная аудитория выросла с 3,5 миллионов до 8 миллионов активных учеников, и мы стали вторыми в мире по посещаемости среди всех образовательных ресурсов. Пока первое место держит американская платформа профильного образования для взрослых Instructure.com. Мы после нее уже вторые. Также в Республике Коми за прошедший учебный год с нами начало заниматься более 58 тысяч учеников. На этом слайде вы у нас видите краткую статистику использования платформы в Республике Коми за прошлый учебный год. На момент начала прошлого учебного года, на 1 сентября 2019, на платформе занималось около 29 тысяч учеников. Сейчас на данный момент у нас занимается 58 тысяч учеников, то есть рост в 2 раза. По предметам начальной школы занимались 28 тысяч примерно, по предметам среднего звена 26 тысяч, старшего звена 3 тысячи учеников. При этом хочу заметить, что по предметам начального звена занималось в Республике Коми 67% учеников на платформе Учи.ру, среднего звена 62% и 39% по старшему звену.
Также вы можете ознакомиться сейчас на экранах со статистикой по использованию платформы в муниципалитетах республики. Как вы видите, города Сыктывкар, Воркута и Ухта находятся в списке лидеров. По соотношению в процентах по активным ученикам от общего количества у нас лидирует Воркута. 98% учеников Воркуты являются активными учениками на платформе Учи.ру за прошедший учебный год. На втором месте у нас Троицко-Печорский муниципалитет, на третьем город Ухта. Давайте я вам дам сейчас буквально несколько секунд без своих комментариев на ознакомление со слайдом. Может быть, кто-нибудь сделает скриншот или сфотографирует эти данные, если они вам нужны. Буквально давайте несколько секунд. Что ж, коллеги, думаю, тем, кому нужна была данная информация, вы ее себе сейчас уже сфотографировали, заскриншотили или сохранили иным другим способом. К тому же эта информация открыта, она доступна в кабинете муниципалитета у регионального министерства, поэтому эту информацию, в принципе, тоже можете найти сами. А мы давайте с вами будем потихоньку двигаться дальше. Вообще современное образование у нас подразумевает применение современных различных практик. Например, там смешанное обучение, перевернутый класс, ротация станций и многие другие. Все эти практики так или иначе в любом случае завязаны на внедрение цифровых ресурсов и онлайн-инструментов в образовательный процесс, то есть, например, в момент дистанционного обучения. Они позволяют не только у нас усилить формы и методы традиционных подходов к обучению, но и наладить вообще полноценную дистанционную работу с нормальной дифференциацией и персонализацией подхода к обучающемуся. Как раз то, о чем сейчас говорит у нас современный федеральный государственный образовательный стандарт про индивидуализацию обучения у каждого ученика. Одним из ключевых вообще преимуществ платформы для учителя является ее предельная легкая схема интеграции в учебный процесс. Вы сами определяете, насколько глубоко вы эту платформу будете интегрировать в вашу учебную деятельность. Будете ли вы использовать ее как основу, как надстройку, или же обращаться к ней только для дополнительных заданий и занятий. Это абсолютно зависит только от вашей фантазии. Платформа в этом плане выступает в роли этакого пластилина. То есть насколько вам она сильно нужна, настолько вы будете ее сильно использовать. Ни в коем случае платформа не навязывается как замена каким-то классическим приемам образования. Но при этом, судя по теме нашего сегодняшнего вебинара, все-таки платформа при дистанционном образовании является удобным швейцарским ножом. То есть инструментов у нас много, расскажу вам сегодня про них тоже в ходе сегодняшнего вебинара. Давайте расскажу о том, как сегодня платформу в России используют. В России сегодня у нас ученики и учителя используют платформу в основном двумя способами. Разумеется, в школе, как урок или элемент урока. При этом в школе, разумеется, я говорю не только в плане очного обучения, но в плане дистанционного. Поскольку сейчас есть такие сервисы, как виртуальный класс, который позволяет находиться вам с учениками напрямую на видеоуроке рядом, можно говорить о способе использования в школе, так и применительно к дистанционному обучению. Тут тоже ничем использование платформы не ограничивается. Разумеется, все зависит от вашей фантазии, как вы хотите использовать. Ну и частично, если мы занимаемся очно, это техническое оснащение школы инфраструктурой. Если мы занимаемся дистанционно, это, разумеется, зависит от того, есть ли у учеников там минимальный базис. Это компьютер, планшет или телефон, желательно с веб-камерой, интернетом и микрофоном. Также хочу я напомнить, что на платформе у нас есть более 20 тысяч уже готовых заданий, которые готовы для использования на уроках и для выдачи на дом. Вам нужно только как учителю заранее посмотреть, какие задания вы будете использовать. Если мы говорим с вами про очное обучение, к которому мы, надеюсь, очень скоро уже вернемся, вы можете выделять по 15-20 минут на уроки и показывать задания на интерактивной доске или проект, или в качестве демонстрации нового материала. Таким образом, у учеников будет значительно повышаться интерес к какой-то конкретной теме. И такая практика, когда вы показываете интерактивные задания, она очень сильно вовлекает даже откровенных лентяев и слабых учеников. И такая модель достаточно хорошо себя зарекомендовала во многом для закрепления
сложных, проблемных тем и может использоваться, например, для демонстрации и отработки новой еще темы, с которой ученики пока не знакомы. Также можно с ее помощью отрабатывать ошибки. Разумеется, это можно делать не только 15-20 минут на уроке в очном режиме, можно делать и в дистанционном, можно практически весь урок построить на решении 3-4 карточек вместе с учениками, вместе с отработкой. Разумеется, все это есть. Также во многом очень часто учителя с нами делятся практикой, выделяя 15 минут в конце урока, когда внимание учеников уже рассеяно, для того, чтобы, включив задания платформы, возбудить снова их мыслительную активность, чтобы снова втянуть учеников в работу. Детям, как вы знаете, очень сильно нравится разнообразие, смена деятельности, в том числе и по ходу урока. Во многом также еще один набирающий популярность способ использования платформы называется «один урок в неделю». Это работает у нас при очном тоже обучении, при дистанционном у нас огромный блок пойдет чуть дальше по ходу семинара, давайте расскажу немножко про очное. Тут предполагается у нас наличие компьютерного класса в школе. Вы занимаете на один урок в неделю с классом компьютерный кабинет и вместе с учениками работаете индивидуально на компьютерах. Каждый ученик сам по своей траектории изучает тот материал, который доступен, исходя из его знаний на данном этапе, а вы, как учитель, со своего компьютера все это время мониторите, следите за статистикой, за тем, как ваши ученики решают данный материал. И, разумеется, можете моментально в прямом эфире дать им обратную связь, какие-то комментарии, еще что-то, для того, чтобы не сформировалось пробела. Кроме этого, также часто компьютерный класс в школе можно использовать для очного участия в онлайн-олимпиадах по различным предметам или для подготовки к ним. Подробнее об этом тоже давайте чуть позже. Если же компьютеров не хватает на каждого ученика, можно применить модель ротации станций, когда класс делится на две группы станций, например, пополам. Например, часть учеников половину урока у нас будет заниматься за компьютерами, а часть будет работать у нас с учителем. Потом по команде учителя меняются местами. Разумеется, даже без компьютерного класса, например, в средней или старшей школе, когда у каждого ученика в кармане лежит смартфон или планшет, можно использовать такую механику. Просто половина класса достает планшеты и смартфоны и занимается через них, а вы следите через статистику за тем, чем они занимаются. А оставшаяся часть, например, работает с вами фронтально у классической доски по классической схеме. Преимущество такой модели в том, что вы можете сосредоточить свои усилия в первую очередь на определенной группе детей. Например, вы можете подтянуть слабых учеников, пока сильный материал закрепляют, или же наоборот. Такая модель, во-первых, помимо того, что вовлекает учеников в образовательный процесс, она позволяет ученикам максимально ассоциировать цифровые технологии со школьным образованием. И от этого, в первую очередь, выигрывают, конечно же, все. Это был первый способ использования платформы, как в стенах школы, так частично и при дистанционном обучении. Второй способ – это дома. Как использовать дома? Тут тоже, разумеется, есть несколько инструментов. Во-первых, платформа позволяет вам, как учителю, развивать и реализовывать навык организации эффективной дистанционной работы учащихся. Как это работает? Например, у вас в личном кабинете учителя, кроме недавно введенной функции онлайн-урока, есть удобный чат. Я его чуть позже вам покажу, который вам, разумеется, позволяет коммуницировать с учениками внутри образовательной платформы. Также на платформе вы можете задать домашние задания из карточек, задать им проверочную работу, контрольную, как на уроке, так и в дистанционном формате. Дальше ученики у нас самостоятельно, в удобное для них время, в удобном для них темпе. Они занимаются дома, выполняя задания со своих персональных компьютеров, телефонов, планшетов. И очень важный момент, что они тоже проходят все эти задания в комфортном для себя темпе, с необходимым для каждого количеством отработок и повторений материала. В итоге отстающие подтягиваются, а отличникам у нас не скучно, потому что платформа, она дает им новые задания, дает им более сложные задания, позволяет этим ученикам двигаться вперед. А вы, разумеется, отслеживаете весь материал. Если говорить об обучении, которое подразумевает совмещение дистанционной работы и работы в классе, возможно, такая модель будет действовать у нас этой осенью, когда непонятно, как мы там выйдем с карантинов, как будет организовано вообще обучение в разных регионах, то тут есть очень популярная модель, называется перевернутый класс. Как она работает? Вообще традиционно учитель, как правильно, выкладывается и тратит очень много времени и сил на объяснение нового материала на уроке, ориентируясь на ученика среднего уровня.
При этом ученики, которые работают в более быстром темпе, скучают, отстающие выпадают из процесса, потому что они базу не освоили. В модели Первый внутри класс мы делаем немножко наоборот. Вы даете им задание изучить какую-то определенную тему на платформе Учеру самостоятельно. Дети самостоятельно, в удобное для них время и в комфортном темпе изучают сами материал. При этом мы уходим от 40-минутного, 45-минутного формата урока. То есть дети самостоятельно с нужным для них временем изучают материал, решают задания дома с помощью созданной у нас на платформе онлайн-среды Учеру. Они актуализируют какие-то базовые понятия, термины, теоремы, аксиомы. Все как в учебнике, только более интерактивно. И самостоятельно вырабатывая, запоминая правила. А вы потом в конце просто берете и проверяете, насколько хорошо они усвоили данный материал. То есть вы выступаете скорее не в роли учителя, а в роли ментора, который дал все ресурсы для того, чтобы самостоятельно построить домик знаний, а потом просто приходите и инспектируете, насколько домик знаний у них устойчиво стоит. И получается, на уроке можете организовать проверку, закрепление материала, практическое задание и различные известные вам способы индивидуальной и групповой деятельности. И как итог такого способа у вас, как у учителя, больше времени остается на объяснение того, что вызвало затруднение, больше возможностей разнообразить вашу образовательную деятельность, больше времени на индивидуальное обучение, которое требуется сейчас по ФГОС, и не требуется наличие компьютеров или планшетов в классе. То есть ученики работают дома. Можно сейчас, если, например, честно, уважаемые коллеги, не знаю, как вы выходите или нет, Республика Коми, нахожусь в другом от вас регионе, но, возможно, если не будете выходить, то можно работать вот так вот. При этом вы к тому же можете просто давать задания на дом для закрепления. То есть выбирать определенные карточки, выбирать определенные темы и задавать детям. Учителя достаточно активно используют этот способ сейчас для того, чтобы вообще организовать учебный процесс в дистанционном формате. Также это работает, разумеется, для болеющих ребят, для тех, кто отстает от программы во время карантинов, как сейчас у нас, или при плохих погодных условиях. Например, если через год с вами будем учиться нормально, будут там весенние морозы минус 40, будут отменять учебу, то можно будет в такие дни организовывать такое дистанционное обучение. Весной этого года, разумеется, у нас вся страна перешла на дистанционное обучение. Мы запустили новые сервисы, которые я очень вкратце упоминал выше, для организации дистанционного обучения. В комплекте с тем, что уже у нас имелось, и в комплекте с тем, что педагоги, которые посещали наши семинары, вебинары в течение года, те сервисы, те функции, которые мы уже вам показывали, сейчас эти новые сервисы работают в связке с этим и представляют готовое решение для организации дистанционного обучения. Давайте я вам вкратце расскажу, а потом и покажу уже подробнее про эти сервисы и инструменты. Во-первых, инструмент «Виртуальный класс». Вот так он выглядит, как слева на слайде. Видим пример виртуального класса. Этот инструмент у нас создан, во-первых, для удобной и для простой видео и аудиокоммуникации с учениками. Например, для проведения виртуальных как раз уроков или классных часов. Между прочим, многие учителя используют его не только для этого. Например, можно проводить в виртуальном классе родительские собрания. Для этого стоит просто попросить к экрану подойти не ученика к компьютеру, а родителя. И таким образом вы абсолютно также можете на всех родителей подсобрать и очень моментально отметить, кого из них, например, нету. Ученики и вы также видите друг друга, слышите друг друга. Вы можете поднимать, ученики, точнее, могут поднимать руки и через камеру и микрофон очно отвечать на вопросы. Вы, как учитель, можете демонстрировать какие-то учебные материалы, свой экран, доску, которую мы предлагаем, использовать виртуальную указку и виртуальный маркер, запускать заранее заготовленные презентации или заранее подобранные ролики, например, с хостинга YouTube. Например, нашли там какой-нибудь отличный обучающий видеоролик в виде наглядного пособия, скопировали ссылку и показали его здесь всем. Так что способов использования виртуального класса на самом деле десятки. На слайде вы сейчас видите у нас необходимый технический минимум для работы с виртуальным классом. Как видите, оно достаточно, у нас техническое оснащение должно быть минимальным, то есть
должна быть хотя бы веб-камера, но и то у ученика не обязательно наличие веб-камеры, да, в принципе, и у вас. Если вы не хотите демонстрировать себя, не хотите показывать себя, можно и без веб-камеры. Желательно, чтобы все-таки был микрофон. Но, как вы видите, как вы знаете, сейчас практически все ноутбуки, смартфоны и планшеты, такие чудо-техники, как веб-камера и микрофон, обычно встроены сразу. Поэтому требования минимальны. Веб-камера, интернет и микрофон. Так что достаточно несложно сейчас использовать виртуальный класс. И виртуальный класс во многом является практически, я бы сказал, основой для дистанционного обучения. Возможно, вы во время карантина проводили свои онлайн-уроки в Zoom, возможно, в Skype или на любой другой платформе, которая создана для визуальной интернет-телефонии. То есть вам нужно был просто такой созвон с учениками для того, чтобы вы им что-то показали или показали себя или доску. Наш виртуальный класс во многом вобрал в себя все лучшее с таких вот первопроходцев, как Zoom, но адаптировал это именно для школы. То есть, например, если в Zoom, в Skype вы просите всех отключать свои камеры, отключать микрофоны, то в виртуальном классе на Учи.ру вы сразу находитесь в режиме докладчика. То есть, как сейчас мы с вами. Вы сейчас слышите прекрасно, видите меня, видите все, что я показываю, но все ваши внутренние переговоры, вас я не вижу и не слышу, я только читаю от вас чат. А на Учи.ру вы также взаимодействуете с учениками, только еще ученики могут поднимать руки, и, разумеется, вы можете по нажатию на поднятую руку подключить им камеру и микрофон, чтобы ученик со своего домашнего рабочего места вам ответил. Я считаю, достаточно удобно и несложно. Давайте пойдем дальше. Очень достаточно большой блок – это сервис «Домашнее задание». Он, во-первых, облегчает и автоматизирует выдачу домашнего задания как вообще всему классу, так и определенным ученикам индивидуально. Используя те тысячи заданий, которые у нас есть на платформе, как блоки-кирпичики, то есть вот маленькие задания, их у нас много-много-много, их у нас десятки тысяч, вы их используете как кирпичики, вы из них складываете задания совершенно любой сложности, либо длительности, объема, на любую тему, на разбор, на проработку, на повторение, вообще любой совершенно темы, которая есть на платформе. На платформе у нас по многим предметам уже закрыты практически до 90% тем. Причем платформа сама потом проверит выданное вами домашнее задание и покажет вам его статистику выполнения. То есть вам не придется даже проверять его. Платформа его сама проверит и вам покажет уже итог. После этого вы можете либо задать его снова в качестве работы над ошибками для определенных учеников, либо на основании статистики решить, будете вы выставлять оценки этим ученикам в ваш бумажный или электронный журнал, кто как работает, разумеется, либо же нет. Платформа у нас не основана на оценочной системе. Платформа предлагает вам только статистику в процентном либо другом соотношении, наглядно достаточно, и вы на основании этого уже принимаете решение, будете ли вы оценивать учеников на основании данных платформы, либо нет. Как я выше говорил, все зависит от того, как сильно вы углубляетесь в использование нашего инструмента. Сервис «Проверка знаний». Это готовые самостоятельные и контрольные работы по математике и по русскому языку. Сейчас мы добавляем новые предметы. Уже у нас появился английский язык, и вы можете выбрать уже как готовую проверочную работу, которая скомпилирована нашими методистами, так и создать свою, используя те задания, которые есть сейчас на платформе, из предложенного банка. Вы можете дать эту работу ученикам как на дом, так и на уроке, например, на дистанционном уроке через виртуальный класс, либо на очном. Или в случае, например, очного урока и отсутствия технических средств, вы можете распечатать эту работу на листочках и просто классически ее традиционно раздать по столам. Все задания наших контрольных и проверочных работ защищены от списывания системой генерации заданий. При выдаче совершенно любой работы, каждый ученик, неважно, сколько их у вас в классе, 10 или 30 человек, платформа создаст уникальный вариант для ученика, уникальный порядок заданий и поменяет числа или формулировки, либо типаж задания. Поэтому платформа
пока у нас находится в стадии наполнения такими заданиями. Как видите, у нас пока их чуть больше, чем 150 штук. Это уже, на самом деле, информация на слайде буквально там 2-3-недельной давности, уже не супер актуально, уже добавляется еще больше. Но мы разрабатываем их с не самой большой скоростью, поскольку мы сразу закладываем в платформу возможность ее вариативности, то есть чтобы было нереально это все списать. Платформа задания проверит сама, покажет вам 5% выполнения, но в этот раз она вам просто предложит оценку по 5-бальной шкале, привычной нам. Плохо решенную работу вы можете снова дать повторно в качестве работы над ошибками. Система сгенерирует новые цифры, сгенерирует на этой основе новую работу, новые данные в заданиях, и ученику даст ее на отработку. И результаты всех работ и работ над ошибками будут доступны в разделе «Журнал», который находится в этом же сервисе. То есть вы можете открыть этот журнал и посмотреть все успехи всех тех учеников, кто у вас за последние год-два решал проверочные работы. Что ж, уважаемые коллеги, давайте сейчас я эти функции вам продемонстрирую, как это называется, в поле продемонстрирую, покажу, как же они у нас с вами работают или как, например, ими пользоваться, если вы по-прежнему еще ими не пользовались, для того, чтобы вы понимали, что это достаточно просто. Сейчас, уважаемые коллеги, я перейду к трансляции рабочего стола. Попрошу, когда запустится трансляция, в чат отправить плюсик для того, чтобы я видел, что вы видите мой экран. Так, уважаемые коллеги, у вас сейчас должна была появиться такая лесенка из моих экранов, бесконечно уходящая вправо-вниз. Ага, отлично. Институт развития образования, вижу ваш плюсик, спасибо большое. Надеюсь, вы мой экран видите. Сейчас на вашем экране должен быть личный кабинет учителя. Он выглядит вот так вот. Вы сейчас видите мой демонстрационный вариант. Так он выглядит у вас летом. Давайте вкратце расскажу, что у нас есть, и пройдемся как раз по основе нашего сегодняшнего вебинара по сервисам для дистанционного обучения. Здесь мы видим основной блок, основные кнопки. Это главное, мои классы, портфолио, вебинары и курсы. Здесь все просто, здесь все у нас из названия. Главная страница, мы на ней сейчас находимся. В моих классах находится список ваших классов. В портфолио находятся ваши дипломы, ваши грамоты, ваши благодарности, ваши награды и также награды ваших учеников. В вебинарах и курсах вы можете найти себе обучающий бесплатную лекцию, обучающий бесплатный курс, вебинар на любую тему, которую вы хотите. Кроме этого, в вебинарах еще содержатся вебинары для учеников, которые посвящены разборам олимпиад. Например, ученики решили олимпиаду по математике 2 недели назад и хотят узнать, как хорошо они ее решили и разобрать, например, свои ошибки. Тот методист, который у нас разрабатывал, писал и создавал эту олимпиаду, выйдет, как правило, с учениками на связь по вебинару и разберет в онлайн-режиме примерно за часок всю олимпиаду, скажем так, по косточкам, как нужно было ее решать, какой минимальный багаж знаний был необходим. Справа от этого вы видите значок чата, такое облачко с 3 точками. В этом окне вы можете контактировать с учениками напрямую, как, например, в WhatsApp, либо на любой другой платформе, отправлять сюда ученикам какие-то сообщения, либо файлы. Например, если вы хотите отправить ученикам задание Несучи.ру, например, у вас свое есть авторское задание, своя авторская презентация, или какие-нибудь ваши личные очень интересные задания, вы можете в виде документа, либо в виде фото это прикрепить к сообщению и отправить, например, как вот вы видите, у меня всему 7 А-классу. И также вы увидите по счетчику сообщений, сколько учеников и скольки у нас прочитают это сообщение. У меня ученики демонстрационные, я уже почти 2 года в школе не работаю, поэтому, видите, у меня тут все пока по нулям. Давайте перейдем чуть дальше. Сейчас у меня интернет загрузится, как видите, демонстрация экрана параллельно вместе с платформой очень хорошо кушают мой трафик, и интернет немножко замедляется. Надеюсь, связь у нас с вами идет без перерывов. Вернулись мы на главную страницу. Внизу мы видим главную нам плашку чуть ниже, это сервисы для дистанционного обучения. Под этим видим наши привычные функции, это наши предметы, которые есть на платформе. Вы видите сейчас набор предметов для 7 класса, это и то без программирования набор. Также видите, например, есть задачи прошедших олимпиад, результаты марафонов. Когда у нас идет учебный год, здесь еще появляются анонсы текущих школьных олимпиад.
Но давайте уже перейдем к самому главному, к сервисам. Давайте разберем первый сервис, это виртуальный класс. Так выглядит у нас эта вот кнопочка, необходимо нам на нее нажать. Что мы видим в этом сервисе? Сейчас у нас загрузится. Мы видим, во-первых, то, что вы можете составить онлайн-расписание. Вы видите дни недели, даты. Вы можете запланировать урок на любую дату. Например, мы хотим запланировать урок на завтрашний день, на пятницу, например, давайте на 21 августа. Нажимаем «Запланировать», и у нас сейчас появится экран создания урока. Мы планируем его на 10:30. Время, кстати, у вас будет здесь местное, не московское. На 10:30. Давайте запланируем его на 45 минут, нам привычные. По предмету русский язык для 7 А класса. Выбираем галочками тех учеников, кто нам нужен на уроке, кому в личный кабинет ученика придет уведомление о том, что ваш учитель начал урок. И нажимаем «Запланировать». Урок появляется в расписании. Как видите, действий меньше, чем на минуту. Таким образом, вы можете расписать по всем дням недели, которые вы выбрали, себе такое онлайн-расписание уроков. Причем платформа вам самим напомнит в этом окне, что урок должен начаться в это время. Пожалуйста, войдите и начните. Ссылка появится в день проведения урока. Когда появляется ссылка здесь, вы на нее кликаете и переходите как раз в виртуальный класс. Сам виртуальный класс, уважаемые коллеги, я сейчас переходить не буду, потому что виртуальный класс использует камеру и микрофон, а сейчас я ее использую для связи с вами. Поэтому произойдет, возможно, некий конфликт, и связь может прерваться. Кроме этого, здесь вы видите у нас обучающую плашку. То есть если, например, нашего с вами сегодняшнего вебинара не хватило, можете зайти, посмотреть. Тут есть видеоурок, как вообще урок проходит. Можно провести пробный урок с выдуманными учениками, чтобы просто поэкспериментировать, чтобы понажимать разные кнопочки, чтобы настоящие ученики в этот момент ваши не видели. Также у нас есть отдельная вкладка «Материалы к урокам» и все необходимые вам инструкции для учителя, для ученика и родителя, и, опять же, обучающее полное видео есть по виртуальному классу. То есть, как видите, мы стараемся сделать все максимально удобным именно для вас, чтобы вам не приходилось осваивать какие-то новые платформы, новые сервисы, чтобы вы просто зашли сюда, в 2 клика разобрались, как это действует, и смогли уже провести полноценный виртуальный урок. Вот есть даже у нас обучающее видео, как у нас проходит такой виртуальный урок. Возможно, вам сейчас будет не слышно, может быть слышно. Давайте просто в 2 кадрах посмотрим, как оно у нас выглядит. Вот так вот вы планируете у нас. А вот так идет сам урок. То есть у вас есть поле, вы как лектор находитесь в левом углу и, получается, ведете урок. Что ж, коллеги, возвращаемся на платформу и давайте посмотрим у нас дальнейшие сервисы. Вернемся обратно на главную. Следующий сервис, который прямо необходим, это домашнее задание. Он у нас выглядит на платформе как кнопка «Создать задание из карточек». В заданиях из карточек мы видим 3 шага. Нужно выбрать класс и предмет, выбрать карточки и их задать. Все очень просто. Давайте зададим по математике для, например, 7 А класса. Давайте зададим всем ученикам, кроме Ковган и Шелоносова. Просто для демонстрации. Переходим к выбору задания. Мы видим здесь у нас тематический указатель, тем для 7 класса по математике. Давайте мы зададим им алгебраические дроби, тему сложения и вычитания алгебраических дробей и урок с разными знаменателями. В уроке, как мы видим, находятся у нас 4 карточки. Можно задать их как по отдельности, так и сразу весь урок 4 карточки. Помощник в правом углу экрана вам показывает, какие карточки вы выбрали в каком уроке. Выбрали 4 карточки, сложение вычитания с разными знаменателями.
Ну, для одного домашнего задания это норма, то есть это 4 карточки, это примерно около 30-40 заданий вы сейчас уже ученикам дали. Можно даже на несколько дней, там, до конца недели такое задание им дать. Нажимаем «Подтвердить» и переходим уже к настройке задания по дате. Зададим давайте им до понедельника, 24.08, назовем его задание по математике, например. Проверяем, все ли здесь верно, все верно. Проверяем, кто у нас получит задание. Все верно, по списку. Если все правильно, все хорошо настроено, нажимаем «Готово». Домашнее задание ушло ученикам. Ученики в своем личном кабинете сейчас получают уведомление о том, что ваш учитель, например, в моем случае Андрей Евгеньевич, вам дал задание по математике. Пожалуйста, будь добр, выполни его до 24.08 включительно. То есть 29-го уже задание будет считаться нерешенным, что ученик к нему не приступил для решения. И это уже ученику, разумеется, грозит тем, что вы это заметите в статистике, что к заданию он не приступил. Здесь вы видите еще у нас 3 кнопки. У нас здесь, видите, в созданных заданиях, мы сейчас находимся в созданных, видим задание, которое выполняется. Есть раздел «Завершенные», то есть где хранятся все заданные вами задания. Видите, некоторые можно было отменить, например, если по ошибке задали, можно, разумеется, его отменить. И можно по каждому уже прошедшему заданию, которое было завершено, даты видите справа, можно посмотреть статистику по проверке. Вот у нас было последнее задание с 29 апреля по 1 мая. Открываем его. Сейчас оно у нас подгрузится. И мы увидим статистику его выполнения. Видим легенду, каким цветом каждый квадратик должен быть закрашен. Видим, что мои выдуманные виртуальные ученики ничего не решили, никакие карточки не решены, у всех по 0% выполнения. Но механику, думаю, здесь демонстрирует это отлично. То есть вы видите, какая была тема формулы сокращенного умножения, какие были уроки, разность квадратов, куб разности, суммы и применение формул, и какие карточки были в каждом задании. И видим, что никто не решил. То есть, видите, оно уже приходит в проверенном виде для вас. И весь этот архив заданий хранится очень долго, он хранится несколько лет, и вы можете практически в любое время найти то задание, которое вы им когда-то давали, и посмотреть его статистику выполнения. То есть здесь такой архив хранится. Также можно снова нажать на кнопку «Создать задание» и перейти снова в первый шаг, как я вам демонстрировал буквально 7 минут назад. Это снова начать складывать задания из маленьких различных элементов. Думаю, с функцией «Домашнее задание» все понятно. Давайте перейдем к следующему сервису. Сервис проверочной работы. Он также находится у нас в плашке сервиса для дистанционного обучения, которая находится у вас практически в шапке вашего личного кабинета учителя. Вот у нас посередине видим эту плашку «Создать проверочную работу». Кликаем сюда, переходим в раздел «Создание проверочных работ». Видим, есть задания по математике, русскому и английскому. Английский помечен плашкой New. Это означает, что мы только его добавили. Буквально еще прошло, если не ошибаюсь, неделя-две, как мы его добавили. Там пока заданий немного. Проверочных там не так уж и много, коллеги. Но мы наполним к учебному году, и в процессе него мы наполним. Что мы здесь видим? Видим также, давайте, вот, например, разберем на примере математики. Видим банк работ готовых. Вот выбираем, для какого класса нам надо. Нам вот нужно там с 5 по 7 класс темы. И видим, какие у нас есть. Есть подготовка к ВПР, например. В подготовке к ВПР у нас есть по разным классам разные варианты. Например, для 7 класса есть целых 3 варианта, для 5-6 по одному. И видим количество заданий. Вот ВПР 7 класс, второй вариант, у нас 16 заданий. Можно ее открыть и посмотреть, какие задания у нас здесь будет. Значение выражения, таблица, вычислить расстояние, которое проезжает автомобиль за секунду, графики функций, уравнения, текстовые задачи и прочее, прочее. То есть, видите, все уже готово. При этом, как я выше сказал, уважаемые коллеги, когда вы дадите 30 ученикам вот это задание, вот эту работу готовую, подготовка к ВПР для 7 класса, второй вариант,
он для каждого из 30 учеников сгенерирует уникальную работу, то есть везде будет разные вводные, разные числа, разные данные. Списать у них не получится. Давайте как раз попробуем это ВПР, например, и задать. Нажимаем сюда вот на кнопку 16 заданий и переходим к настройке. Давайте название таким и оставим. ВПР 7 класс. Здесь мы видим те задания. Вам сразу как учителю доступны ответы. То есть вы видите, какой ответ на каждое задание верный. Это вам просто для себя такая информация. Если вы понимаете, что вы хотите какое-нибудь задание отсюда выкинуть, вы можете его убрать, нажав здесь на крестик. Например, нам не нравится задание с диаграммами, вы считаете его слишком простым. Нажимаете на крестик, задание удаляется. Теперь у нас работа состоит уже из 15 заданий. Таким образом, вы можете готовую работу отредактировать как вам угодно. Если вы случайно что-то удалили, его можно обратно из удаленных заданий будет вернуть в сам массив работы. Если с заданиями все верно, мы переходим в кнопку «Настроить». И делаем то же самое, что делали с, получается, домашним заданием. Вы выбираете, как его проведете, на уроке или дома. Например, давайте мы зададим это на подготовку домой. Выбираем дома, также выбираем дату, давайте с сегодняшнего дня, и дадим им на 4 дня. То есть в течение ближайших 4 дней ученики смогут выполнить. И можно поставить временное ограничение. То есть можно поставить как без времени, так и до 1,5 часов 90 минут. У нас 15 заданий, ну давайте поставим им час, 60 минут. То есть в ближайшие 4 дня ученики зайдут в работу, платформа их предупредит, что при попытке решения у них запустится таймер на 60 минут, и когда они приступят к решению, таймер пойдет. То есть таким образом можно ограничить учеников во времени. Можно не ограничивать, поставить без времени. Тут уже как вы хотите. Также выбираем всех учеников. Вы видите, что у нас 30 учеников, и платформа сгенерировала аж целых 30 вариантов этой работы. Если все верно, все хорошо, нажимаем «Готово», и работа готова к запуску. Нажимаем «Задать», и работа пошла. Вот она у нас отображается здесь. До 23 августа на 60 минут. Можно, кликнув на пиктограмму статистики, посмотреть статистику ее выполнения. То есть прямо смотреть, кто как выполняет. Видим, что у нас здесь 15 заданий. Пока никто ничего не выполнил. Максимальный балл будет 16, поскольку одно задание у нас идет под звездочкой на 2 балла. И исходя из этого платформа сама рассчитает в графе «Оценка» какому-то ученику оценку. Можно посмотреть механику расчета оценки снизу. Как видите, оценка рассчитывается в зависимости от процента верных ответов. Двойка – это до 49%, тройка – 50-69%, четверка – 70-89%, пятерка – от 90% правильности выполнения. Ну, на самом деле, достаточно стандартный разброс. Разумеется, оценка это никуда не идет, она здесь только для вас. Вы можете ее не использовать, вы можете ее проигнорировать, например, и поставить в ваш журнал вашу собственную оценку. То есть тут же как хотите. Вот как раз кнопка «Журнал», в которой вы видите данные по проверочным работам, по успеваемости, по качеству знаний, по обученности и последнему баллу класса за последние работы. Я даже демонстрационных работ особо не задавал. Ученики у меня вымышленные, ученики тут ничего не решают, потому что их не существует. Поэтому статистика у меня, как видите, пустая. У вас она будет наполненная. Можно ставить фильтры по ВПР, по УГ, по ЕГЭ подготовки, с определенной даты по определенную, менять класс. Тут вам доступна вся аналитика по проверочным работам. Очень рекомендую использовать, коллеги, для подготовки. Это великолепно удобно, поскольку еще и работа автоматически проверяется. Вот можно зайти например, в завершенные работы. Да, я не задавал, поэтому у меня завершенных работ нет. Можно, например, давайте завершим эту работу раньше времени, нажмем на стоп, остановим ее. Видите, у нас появилась новая работа в завершенных. Вот она. Можно посмотреть ее статистику, либо же задать ее снова. И когда мы ее зададим снова, она заново сгенерирует новые данные. То есть получится такая у нас отработка ошибки. Это мы с вами рассмотрели механику, если вы задаете готовую работу из банка. Также вы можете создать работу с нуля. То есть все эти задания, которые вы здесь видите в разных темах,
они у нас доступны и, как в случае с домашним заданием, в виде маленьких кирпичиков, из которых вы можете складывать вашу любую работу. Можете хоть на 200 заданий сложить вашу работу, хоть на 3 задания, как хотите. Для этого кликаем «Мои работы», нажимаем «Создать свою работу». И здесь у вас тут банк заданий. Вот вы выбираете. Давайте из степеней возьмем парочку заданий. Вот это вот нам нравится. Плюс добавили, плюс добавили. Нравится нам тема функции. Отсюда выбрали вот это задание и, например, вот это задание. Добавили. Таким образом, конструируем любую совершенно работу. Можно что-то, например, из линейных уравнений дать. Хотя не помню, 7 классу это актуально или не актуально. Честно, я не математик, простите, пожалуйста, коллеги. Справа помощник нам показывает те задания, которые мы с вами добавили. То есть здесь вы можете посмотреть то, что вы ученикам даете. Называем ее работа 2 для 7 А, например. И нажимаем также «Настроить». И здесь выполняем те же самые функции. На уроке или дома, давайте на уроке. И дадим им на уроке на 1,5 часа. Пусть они вот в 2 урока ее, например, решают. Выбираем всех учеников и нажимаем «Провести сейчас». Работа готова к запуску. Мы нажимаем «Начать». Ученики в личном кабинете получили уведомление, что прямо сейчас с ограничением в 90 минут идет работа. Заходи и решай. Вот так вот это работает, уважаемые коллеги. Что ж, все работающие прямо сейчас, даже летом, функции мы рассмотрели. В течение учебного года у нас добавляется еще один сервис. Те, кто с нами был этой весной, вы его тоже видели. Это онлайн-уроки от Учи.ру. То здесь еще одна клавиша появляется. Это сервис видеотрансляций. То есть вы и ученики можете туда заходить и смотреть видеоуроки от наших педагогов. Наши московские педагоги квалифицированные ведут циклы лекций по основным темам, скажем так, примерно по ФГОСу. То есть не прям по всем темам всех предметов, а по самым важным темам, которые есть как правило, которые прямо знаковые даже в вашем КТП отмечены. И можно заходить, смотреть записи. Эта кнопка, скорее всего, появится у нас, получается, осенью, но пока точно вам обещать не могу, запустим ли мы снова эти онлайн-уроки, но есть шанс, что запустим. Кроме этого, уважаемые коллеги, хочу вам рассказать тоже одну приятную вещь. В разделе «Вебинары и курсы» прямо сейчас у нас с мая идет бесплатный курс повышения квалификации педагогов. Вот он здесь находится. Что же в него входит, что же это такое? Это бесплатный курс повышения квалификации для вас по повышению цифровой грамотности и компетенции 21 века. Можете подать заявку. Курс идет с начала мая. Он длится 36 часов, 11 часов видеолекций, 25 часов интерактивных занятий для вас. Как видите, это для учителей начальной школы, русского языка, математики, английского языка. Но в целом, я вам скажу, я считаю, он подходит совершенно для педагогов абсолютно любых. Чему он учит? Он учит общим цифровым компетенциям не только в учебном плане. То есть, как видите, у нас есть блоки. Вот блоки мы здесь видим, модули. У нас есть 7 модулей, то есть начиная от работы с информацией, например, что такое скачивание, хранение, поиск в интернете, проверка на достоверность, информационные фейки и развитие критического мышления, вплоть до онлайн-покупок и финансовых операций в интернете. Что такое мобильный банкинг, как бороться с мошенничеством, которое связано с кражей денежных средств, как покупать в интернет-магазинах и как, например, использовать профессиональные сервисы, как использовать, например, игровые технологии, как создавать свои веб-сайты и, например, виртуальную реальность. То есть это все бесплатно, коллеги, это все читают наши ниже указанные профессиональные лекторы. Вот они у нас есть тут на экране. Очень рекомендую, это все бесплатно. По прохождению этого, получается, курса вы получаете удостоверение государственного установленного образца по окончании обучения. То есть прямо официальный документ, который подтвердит ваш уровень компетенций. Прям рекомендую, коллеги, раз к тому же это бесплатно, послушайте, пройдите, не поленитесь, подайте заявку и, учитывая, как, например, сегодня на одной из конференций я слышал от преподавателя такую интересную фразу о том, что
Прошлая весна с коронавирусом нашу вообще всю эту преподавательскую стезю поймала врасплох. Никто был не готов к тому, что придется так массово осваивать какие-то цифровые элементы, цифровые модели образования. Поэтому, коллеги, я вам рекомендую. Пройдите, пожалуйста, получите себе сертификат и, самое главное, такие вот цифровые навыки. На этом, коллеги, я свою демонстрацию экрана останавливаю, и мы с вами переходим дальше по тому, что у нас идет. Давайте, я раз так много говорил вам сегодня про использование сервисов дистанционного обучения в Республике Коми, давайте я вам покажу статистику как раз по республике. Добавлю конкретные данные. Вообще по использованию вышеуказанных и выше разобранных сервисов по дистанционному обучению в Республике Коми у нас за прошедший год сервисы эти использовали 1763 учителя, домашние задания и проверочные решали 42 533 ученика, учителями в Коми было задано за прошлый учебный год 22 125 домашних заданий, и в сумме было проведено 6542 онлайн-урока. Кроме этого, также в прошлом году были проведены вебинары и региональная педагогическая конференция. По осени прошлого года, 2019-го, также были еще цикл очных семинаров на базе Коми Республиканского института развития образования, и в сумме 390 учителей нами были обучены цифровым компетенциям. Возможно, с кем-то из вас, кто сейчас смотрит наш сегодняшний вебинар и был осенью в КРИРО, возможно, с кем-то из вас мы в Сыктывкаре могли встречаться. В целом, давайте этот слайд комментировать не буду. Это отзывы ваших коллег из города Воркуты и Сыктывкара, из школ номер 40 и 35. Можете ознакомиться сейчас на экране, как ваши коллеги оценивают УЧИ.РУ как инструмент для дистанционного образования. Давайте я сейчас помолчу буквально 5 секунд. Коллеги, думаю, вы с мнением ознакомились. И, коллеги, во многом такое общее количество учителей выбрало нашу платформу, потому что, как я уже постарался вам рассказать выше, это комплексный инструмент для организации как очного, так и дистанционного обучения, который в первую очередь у нас выстроен вокруг ребенка и вокруг его знаний. Вообще концепция платформы у нас заключается в том, чтобы не просто повысить результаты, но и увеличить познавательную мотивацию обучающихся и сохранить интерес к учебе и его еще подстегнуть. Ведь если у учащихся мотивация учиться будет, то, соответственно, будут и результаты. Задания мы поэтому стараемся разрабатывать максимально интересными, максимально яркими, максимально интерактивными. А вы получаете обратно такой вот итог в виде статистики. И так мы реализуем наш разноуровневый подход, а родители, учителя, администраторы школ, то есть завучи и директора, в том числе и региональные министерства, получают подробную обратную связь в формате статистики вот по такой вот пирамидальной системе. Ученик занимается, родители отслеживают его успехи, параллельно его успехи отслеживает учитель, успехи учителя отслеживает администратор школы, это может быть завуч, активный учитель, либо директор, кто угодно может на эту роль выйти при желании. А уже успехи школ по муниципалитетам отслеживает кабинет регионального министерства. Тоже, разумеется, это все уже подключено, насколько я знаю, и есть. Там вся мною выше приведенная статистика как раз есть у вас тоже в кабинете регионального министерства. И во многом подобная связь, она наглядно у нас демонстрирует те возможности платформы в том, что она может содействовать как школам, так и всему вообще региону в вопросах повышения качества образования. То есть, во-первых, у нас реализуются задачи государственной программы «Цифровая образовательная среда». Программа у нас уже идет 2 года, с 2018 года. Посвящена она у нас интеграции цифровых ресурсов в образовательный процесс. В рамках нее у нас появляются и цифровые портфолио у учеников, у вас, проводятся онлайн-олимпиады, и растут ваши цифровые компетенции. То есть, например, такими вообще с самим фактом использования платформы, разумеется, и наличием цифрового портфолио, так и прохождением курсов повышения квалификации, которые у нас есть, просмотром вебинаров и семинаров, которые мы делаем для вас. Также, кроме этого, многоуровневая статистика
которую я вам показал выше, она позволяет максимально оперативно отреагировать вообще на какие-то формирующиеся пробелы у ученика в знаниях и отрегулировать индивидуальную образовательную траекторию каждого ученика. Дать возможность как одаренным, так и разноуровневым и не успевающим детям вообще заниматься в комфортном темпе и также повышать познавательную мотивацию. Еще заодно еще вовлекать родителей, поскольку у них тоже есть свой, получается, свой кабинет родителя. Что ж, на этом, уважаемые коллеги, мы с вами подходим к концу. Спасибо вам большое за внимание. Мы с вами уложились в час. Прошу, пожалуйста, задавайте в чате ваши вопросы и поздравляю вас практически с началом нового учебного года. Что ж, прошу, коллеги, ваши вопросы. У меня есть еще очень много времени по регламенту для того, чтобы ответить на любые ваши вопросы по платформе. Захожу в чат и вижу, что у нас Светлана Михайловна спрашивает. Во-первых, благодарит, спасибо вам тоже большое. Было бы интересно узнать про индивидуальные варианты проверочных работ. Смотрите, как я уже говорил выше, когда вы выбираете определенные задания, например, вот вы выбрали 3 задания и создали из них проверочную работу, вы выбираете количество учеников, например, вот вам нужно на 10 учеников дать эти 3 задания. И платформа, когда вы выбираете 10 учеников, она каждому ученику дает те же самые задания, только с несколькими другими вводными. Меняются кое-где числа. Если это не точный предмет, меняются формулировки, например. Либо, даже в банальном уровне меняются задания местами. Так что ученик списать практически никак не сможет. Варианты можно просмотреть там же. То есть, например, когда вы видите перед собой список учеников, и там каждому ученику написан вариант номер 16, вариант номер 15, вы можете на этот вариант кликнуть, и вам откроется как раз тот самый вариант, например, номер 16, который платформа сгенерировала. Но в целом оно генерируется автоматически. Разница между заданиями минимальная, но достаточная для того, чтобы ученик просто физически не мог списать. Коллеги, жду еще ваших вопросов. Так, вопрос висит сверху, мне пишут. Сейчас я отмотаю чат. Ага, чат-то оказывается больше, чем я думал, коллеги, извините. Сейчас я его пролистаю с самого начала. Так, листаю, ищу ваши вопросы. Так. Ага, вижу, дошел уже до ваших плюсиков. Сертификат об участии придет на почту, а то вы участвовали в вебинаре 5 августа и ничего не прислали. Уважаемая Надежда Гойдина, за текущий вебинар, который у нас с вами сегодня, у нас сертификат не предусмотрены. По поводу 5 августа, смотрите, прошло с 5 августа 15 дней, сертификаты у нас, если они предусмотрены, если об этом лектор в ходе вебинара говорил, они приходят не на почту, а в ваш личный кабинет, в раздел «Портфолио». Если сертификат был заявлен и предусмотрен, то в течение 20 дней он у вас появляется как раз в разделе «Портфолио», в разделе «Ваши награды». Так что, к сожалению, я вам более подробно про вебинар 5 числа прокомментировать, к сожалению, не могу. Не я был лектором, не я проводил. Так, сейчас ищу еще. Ищу еще ваши вопросы. Так, вот, говорят. Так. Каждый год по новому классу забивать необходимо. Анна Артемьева, здравствуйте. Нет, не надо классы забивать каждый год новый раз. Классы автоматически переходят, становятся там из 6 в 7, из 4 в 5, из 7 в 8, разумеется. Не надо ничего перезабивать, коллеги. Классы сами идут дальше. То есть вообще в идеале вам нужно создать класс один раз. Еще, коллеги, я бы вам рекомендовал один и тот же класс не регистрировать несколько раз. Рекомендую, чтобы классы, если вы регистрируете их заново, либо впервые, пусть регистрируют классные руководители,
а с остальными учителями, например, с предметниками. Например, вот вы учитель русского языка, вы регистрируете свой там 7 Б-класс и хотите поделиться этим вашим классом по всем учителям среднего звена, там, для математика, для географа, для физика, в общем, с теми, кто у нас есть на платформе. Вы просто берете и нажимаете в личном кабинете учителя кнопку, она у нас находится вот здесь, вот, называется «Прикрепить учителя к классу». Находится она у нас в личном кабинете учителя. Большая кнопка «Прикрепить учителя к классу». Таким образом, вы прикрепляете учителя. И вы не делаете дубликат класса, потому что если вы много раз класс регистрируете, у учеников каждый раз создаются новые аккаунты, и вам приходится им раздавать новые пароли. Логин, как правило, у вас сохраняется, потому что логин идентичен номеру образовательного учреждения, а пароль каждый раз новый. Так, сейчас, коллеги, листаю чат. Так. Хотелось бы, чтобы платформа проработала момент передачи учащихся из начальной школы в среднюю. Да, коллеги, пока у нас автоматической передачи нету, это происходит вручную. Учителю, который выпускает из начального звена начальный класс, необходимо через техподдержку написать в зеленую кнопку «Помощь», которая находится в правом нижнем углу, написать коротенькое письмо, что, пожалуйста, такой-то класс отдайте учителю вот с такой-то почтой, то есть таким-то логином, и класс перенесут. Если класс не перенесли сразу, он временно уходит в архив, но его все еще можно перенести и прикрепить к новому классному руководителю, например, уже в среднем звене. Поэтому, коллеги, если вы, например, те, кто из вас сейчас выпустил 4 классы, и вот, возможно, сейчас в августе вы уже, наверное, узнали, кто из ваших коллег в среднем звене взял ваш класс, рекомендую, напишите в техподдержку и попросите в техподдержку ваш класс, там, бывший 4А, будущий там 5А, прикрепить к новому педагогу. Иначе новый педагог рискует заново их зарегистрировать, а у учеников, следовательно, все аккаунты, весь прогресс будет чистым, ну, то есть новым. У них все их заслуги за последние там, 4 года начальной школы, они будут, к сожалению, на старом аккаунте. Пока да, так, пока мы еще до конца не разработали механику передачи между звеньями. При проведении урока, вот Ольга Николаевна пишет, мне удалось продемонстрировать свой ролик, показывался ваш рекламный. А при проверке перед уроком все шло хорошо. Возможно, Ольга Николаевна, вы, вот честно, я вот очень такой частный вопрос, может быть, ссылка была неправильная, например, на видео, потому что внутри уже урока виртуального наш ролик показываться не должен. Возможно, каким-то образом запустился обучающий ролик. По рекламной, честно говоря, я удивлен. Такого быть не должно. Возможно, просто я ваш вопрос не до конца понял. Но, по идее, есть в виртуальном уроке, есть вкладка «Добавить видео по ссылке», и вы сторонние ваши видео, которые хотите по ссылке, добавляете, и оно проигрывается у вас в виртуальном классе. Очень странно. Давайте я это даже себе заскриню и специалистам ваши комментарии отправлю. Им будет, наверное, интересно посмотреть, что же у нас такое происходит. Так, Маргарита Александровна, я вот только что буквально рассказывал, как передать класс. Скажите, пожалуйста, актуален еще ваш вопрос, как передать класс классному руководителю 5 класса, либо нет? Потому что я вроде уже свыше рассказал о том, что вам нужно через техподдержку написать с просьбой, что, пожалуйста, класс номер 4А передайте такому-то учителю, и он станет у него 5-м. А вы, разумеется, снова себе заведете новый чистый 1 класс, который к вам пришел. Если ребенок выбыл, мне его удалять. Как хотите. Можете удалять, можете не удалять. Как вам удобно. Если вам удобно, что он просто тут есть, можете удалить. Если неудобно, не удаляйте. Как добавить свое личное видео в виртуальный урок? Смотрите, вам необходимо, чтобы ваше личное видео было размещено где-то в интернете, например, на YouTube. Поскольку личное видео можно добавлять пока что в наш виртуальный урок только по ссылке. То есть просто вот с компьютера его загрузить не получится. Можно воспользоваться другим способом. Вы можете включить у себя на компьютере в виртуальном уроке функцию демонстрация экрана,
и во время демонстрации экрана запустить ваш личный ролик с компьютера, никуда его не выкладывая. То есть ученики просто будут видеть весь ваш экран, в том числе и ваши видео, которые вы хотите им показать. Есть такой способ. Честно, не знаю, будет ли там передаваться адекватно звук, но видео точно будет. Вообще можно загрузить ваши видео на какой-то хостинг, например, на YouTube. Вы можете создать, если у вас есть Google аккаунт, вы пользуетесь Google документами, например, у вас уже есть, получается, ваш канал YouTube, можно туда в закрытый доступ добавлять, получается, видео, чтобы их никто, кроме вас и тех, кому вы их по ссылке даете, не видели. И можно эти ссылки вставлять в ваши видеоуроки. Но можно воспользоваться и более простым, таким полукустарным способом, то есть просто включить демонстрацию экрана и запустить на компьютере свое видео. Так, коллеги, вроде я пролистал чат до конца. Во вкладке «Вопросы» еще. Как решается вопрос защиты авторских прав педагога? Пожалуйста, прокомментируйте немножко вопрос в плане авторских прав. Прав на что? Если вы думаете, что видеоуроки, то есть вот эти вот виртуальные уроки, они записываются, коллеги, нет. Ваши видеоуроки, которые вы проводите в виртуальном классе, они не записываются. Поэтому ваши индивидуальные авторские наработки никто, кроме ваших учеников, не видит. То есть записи не ведется. И, разумеется, если вы в чате ученикам отправляете, прикрепляя к сообщениям какие-то свои там авторские тоже наработки, авторские задачи, то тоже, разумеется, мы никак это не мониторим, мы не можем отследить, что вы там отправили. То есть это все защищено. Чат видят только вы и ваши ученики. А в остальном те задания, которые я выше рассказывал, используете, это задания нашей платформы. То есть это уже не ваши авторские права. Скажите, пожалуйста, Леонова Елена, я на ваш вопрос ответил или еще нужно прокомментировать что-то конкретно? Так, не пишет, что пропал звук. Коллеги, скажите, звук в порядке или никто меня не слышит? Так, пишут, что звук есть, все хорошо. Видимо, у кого-то локальные были проблемы со звуком. Так, вот вижу пояснение. Можно зарегистрировать авторские права. На какую именно информацию, которой нет в учебниках? Например, то есть немножко, простите, я ваш вопрос до конца не понимаю. То есть мы сейчас с вами разбирали на платформе, как вы можете отправлять ученикам задания наши же внутри платформы. Просто их компилировать по-разному. Либо можете отправлять в чате, либо показывать свои наработки. Но они и так уже являются вашими, они защищены тем, что никто, кроме вас, ваших учеников, их не видит. Вот немножко не могу понимать, на какую информацию, которой нет в учебниках, вы хотите регистрировать авторские права. Немножко, к сожалению, ваш вопрос я пока так до конца и не понимаю. Вот можете, пожалуйста, привести пример от личной информации, на какую вы хотите регистрировать авторские права? Но ведь этого у нас на платформе и нету. То есть, что, например, вы же не выкладываете никаких этих данных на платформу, например. Мне кажется, мы с вами немножко сейчас говорим о разных вещах. Все-таки я сегодня больше рассказывал про платформу как инструмент дистанционный. Данные по личному, например, опыту профессии, они к платформе не относятся. То есть вы просто имеете здесь аккаунт на платформе и используете, получается, платформу как один из инструментов.
Так, коллеги, может, у вас еще есть вопросы? Вроде я чат пролистал, вроде пока стараюсь отвечать на все. Спасибо вам большое за то, что были с нами сегодня, за то, что прослушали. Я постарался информацию дать максимально емко, сжато и кратко, для того, чтобы у нас и вебинар не затягивался, для того, чтобы вы узнали всю необходимую базу по дистанционным сервисам платформы. Так, ну пока вроде, коллеги, вопросов новых не наблюдаю. Возможно, уже стоит передать слово ведущему конференции. Что ж, наверное, тогда я с вами... Вот еще вопрос. Для вузов и колледжей пока не планируется точно. Платформа у нас пока рассматривается как именно инструмент для школы. И, честно говоря, нам пока стоит еще в некоторых местах до школы тоже до конца дорабатывать. То есть, например, закрыть все остальные классы и предметы. Вот вижу, посыпались под конец вопросы. Планируете ли сделать в формате видеоконференции, чтобы детей всех было видно? Коллеги, как я уже выше рассказывал про виртуальный класс, если вы будете нажимать на поднятые руки учеников, вы будете включать им камеры. И, в принципе, при желании вы можете так подключить весь класс. Просто обычно сталкиваются с противоположной проблемой, когда, например, в Zoom проводятся онлайн-уроки, наоборот, учителя просят отключить микрофоны и камеры, чтобы не было звуковой вакханалии. Тут мы... наоборот, вот так вот делаем, чтобы все сначала были дети выключены, а вы уже их по своему желанию нужное количество вводите в формате видеоконференции в прямую связь с собой. Про динозавриков, честно, не знаю, это было разработано достаточно уже давно, такой дизайн, и это уже не в моей компетенции. Это делали психологи, дизайнеры, основываясь на том, что там детям, видимо, нравится. Хочу сказать, что это не только в России. У нас платформа действует в США и в странах БРИКС, то есть тоже наши разработки. И там тоже динозаврик является также маскотом. То есть за границей тоже, как в России, так и за границей, пока я не слышал плохих отзывов о том, что динозаврики – это как-то плохо. Можно ли использовать для доп. Образования в домах творчества? Пожалуйста. У нас нет строгой регистрации. Даже если вы не педагог, а, например, просто домашний репетитор, вы можете там зарегистрироваться и использовать в своей деятельности. То есть использование совершенно свободное. Между прочим, даже некоторые вузы, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, вузы и, получается, учреждения профессионального образования тоже берут и используют нашу платформу. Просто берут и регистрируются как вуз, и все. Так, первое отключается. Видимо, то, что первое отключается, это сделали в тот момент, когда, как уже выше говорили, на некоторых конференциях, когда нагрузка была на платформу огромная, и платформа у нас бывало в марте, в апреле, думаю, многие из вас заметили, лежала. То есть сайт не работал, были какие-то технические проблемы, и поэтому, чтобы не нагружать и так перегруженные сервера, чтобы платформа работала стабильно, пока сделали функцию, что ученики у нас включаются по одному. Мы, разумеется, будем дальше развивать наш виртуальный класс и должны прийти к тому, что я вам уже выше сказал, что вы при желании сможете подключить любое количество учеников, например, для одновременного ответа. Но это пока в будущем. Пока мы посмотрим, как наши сервера будут работать в сентябре, когда все снова выйдут на учебный процесс, и уже исходя из этого будем, разумеется, работать дальше. Уважаемые коллеги, мы благодарим Андрея Евгеньевича за такой очень подробный рассказ о платформе. Да? Вы получили ответы на все свои вопросы. Я думаю, что если у вас какие-то технического характера вопросы будут возникать, наши коллеги всегда будут готовы прийти к вам на помощь. Да, конечно, мы готовы всегда. Спасибо вам большое. Очень рад был проводить для вас такой практикоориентированный вебинар. Да, это уже традиционно для нашей республики. Мы с вами каждый август в 20-х числах всегда встречаемся у нас на наших семинарах. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы ждем вас всех на нашей площадке, посвященной вопросам
развития системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. С нами сегодня Юлия Станиславовна работает непосредственно в нашей студии. Пожалуйста, переходите на нашу площадку. Спасибо.